Планы развития России не могут строиться вне глобального контекста. Владимир Путин выразил признательность всем гостям Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Экопросвещение и популяризация осознанного образа жизни. Первый экофестиваль проходит в Якутске, где планируют навести порядок активисты-общественники. Сотрудники НВК «Саха», участники спартакиады трудящихся Якутии, в каких видах спорта соревнуются наши коллеги. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Президент Владимир Путин уверен, что планы развития России не могут строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней, национальной и мировой повестки. Об этом он сказал на пленарном заседании Международного экономического форума, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Глава российского государства выразил признательность всем гостям за внимание и дружеское отношение к России, за готовность к совместной работе и деловому сотрудничеству. Сегодняшние тенденции в мире свидетельствуют, что роль страны, ее суверенитет и место в современной системе координат определяются несколькими ключевыми факторами. Это, безусловно, способность обеспечить безопасность своих граждан. Это способность не только сохранять национальную идентичность, но и вносить вклад в развитие мировой культуры. И еще как минимум 3 фактора, которые, на наш взгляд, имеют основополагающее значение. Остановлюсь на них несколько подробнее. Первый фактор – это благополучие и достаток человека, возможности для раскрытия его талантов. Второй фактор – это восприимчивость общества и государства к бурным технологическим изменениям. И, наконец, третий фактор – это свобода для предпринимательской инициативы. Не раз в своей истории Россия осуществляла масштабные проекты пространственного развития, которые становились символами глубоких и динамичных изменений страны, ее движения вперед. Такие комплексные проекты реализуются и в наши дни. На юге России, на Дальнем Востоке, в Арктике. Сегодня нам нужно подумать и о подъеме обширных территорий Центральной и Восточной Сибири. Подготовить для этого подготовить и хорошо просчитать, согласовать планы развития. В этом макрорегионе сосредоточены богатейшие природные ресурсы. Порядка четверти запасов леса, более половины запасов угля, значительные месторождения меди и никеля, огромные энергетические резервы, причем многие из них уже созданы. К этому следует добавить и уникальные возможности для развития сельского хозяйства. Сегодня в России мы приступили к реализации действительно стратегических, долгосрочных программ, многие из которых, без преувеличения, носят глобальный характер. Скорость и масштаб происходящих изменений в мире не имеют аналогов в истории. И в наступающей эпохе нам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения общих задач. Дорогие друзья, Россия готова к вызовам и к переменам. Мы приглашаем всех к широкому, равноправному сотрудничеству. Скорость и эффективность по улучшению условий для ведения бизнеса российскими регионами Владимир Путин также не обошел внимания. В этом году Якутия переместилась с 52-й на 22-ю позицию в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. При этом республика стала лидером роста среди всех субъектов страны. В рейтинге 2019 ни один из субъектов не совершил такого мощного рывка. Этого удалось добиться за счет снижения давления на бизнес и открытого диалога между предпринимателями и правительством. Что касается динамики улучшения инвестиционного климата, то лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым и Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области. Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности Российского фонда прямых инвестиций, другие современные эффективно работающие механизмы.
В размере 860 рублей установлен норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственное обеспечение лекарствами. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 8 июня. В прошлом году сумма составляла 823 рубля, а в 2017-м 807 рублей. Ранее такой норматив устанавливался федеральным законом, что приводило к долгосрочной разработке и при этом могло стать причиной срыва проведения аукционов процедур на закупку такой продукции. Сейчас функции по установлению норматива финансовых затрат возложены на правительство страны. Выплачивать академическую стипендию студентам в размере 80% от суммы прожиточного минимума предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. А тем студентам, которые нуждаются в материальной помощи, в размере 100% прожиточного минимума. На сегодня прожиточный минимум в России составляет 10 444 рубля. При этом средняя академическая стипендия студента вуза порядка 1600 рублей, а социальная стипендия 1450. Президент Владимир Путин назначил прокурора Якутии на 5-летний срок. Им стал старший советник юстиции Олег Нарковский. В последнее время Олег Нарковский занимал должность заместителя прокурора Красноярского края. Он родился в 1967 году в городе Ксылорда Казахской ССР. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и медалью Руденко. Ранее кандидатуру Олега Нарковского согласовал парламент республики. Окончание капитального ремонта третий год ждут жильцы дома по адресу Кржижановского, 75/2. Первые работы начались в 2017 году. Тогда ремонтировали кровлю, но из-за плохого качества работы продолжились в 2018. Тогда же начали менять канализацию и отопление, но не успели завершить и перенесли на 2019 год. Работы еще не начались, жильцы бьют тревогу. Третьим этапом должны были отремонтировать систему водоотведения и электропроводку. Специалисты фонда капремонта ссылаются на работников мэрии, которые, по их словам, не субсидируют ремонтные работы, а те, в свою очередь, отвечают, что денег нет. На протяжении всей зимы идут проблемы после капитального ремонта в связи с тем, что не доделали все вот это вот, свою работу они. У нас в коридоре всю зиму шла течь. Я вот лично утром всегда боялась, как я пойду на работу, если у нас внизу течет, дверь замерзнет, все, я не выйду. А у меня работа такая ответственная. И вообще очень много. Крыша бежит на 4-м этаже. Надо мной люди живут, бежит крыша. От них бежит ко мне. Никогда. Я 28-29 лет живу в этом доме, никогда этого не было. А сейчас, как говорят, какая-то там наледь образуется. Но я считаю, что это все-таки последствия вот этой недоработки. Первый экофестиваль проходит в Якутске. Примечательно, что организовали его общественники-экологи. Главная цель – на личном примере показать, что внести лепту в сохранение экологии республики может каждый. Так, сегодня общественники выехали за город, чтобы очистить территорию от мусора. Где именно будут убираться активисты и какая программа ожидает участников экофестиваля, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Он на прямой связи со студией. Дима, приветствую, тебе слово. Добрый день, Юлия. Но первый экологический фестиваль сегодня проходит на Вилюйском тракте. Активисты и в том числе участники будут убираться, начиная от 12-го километра Вилюйского тракта до 15-го километра. Также в программе сегодня здесь будет проходить дискуссионная площадка касаемо темы, как убирать мусор, конструктивное развитие города Якутска. Также будут обсуждать вопросы развития и вообще строительства мусороперерабатывающего завода. Юлия? Дима, скажи, а как откликнулись горожане на экологическую акцию? Ну, хочется сказать, что здесь собралось около 100 человек. Это не только школьники, студенты, но и те, которые работают и сегодня решили с делом, совмещая работу, отдых, приехали здесь убираться. Также здесь присоединились дачники, которые проживают на этой территории. Также здесь есть бабушки, дедушки, ну и многие другие.
Спасибо, Дима. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Спартакиада национально-культурных объединений стартовала в Якутске. Первыми прошли состязания по длинным нардам. 9 команд из Якутска и близлежащих районов соревнуются 1 на 1. После каждого тура подсчитывается общее количество баллов. Мероприятие вовлекает членов национально-культурных объединений в регулярные занятия спортом. Спартакиада завершится 16 июня. В ее рамках состоятся соревнования по волейболу, масс-рестлингу, а также турнир по футболу. Спорт всегда объединяет, это дружит всегда разными общинами, разными национальностями. Я сам нарды играю давно, в детстве. В 2011 году 11 турнир участвовал, было кубок, «Алмазный заря» назывался, я стал чемпионом, больше не участвовал. Вот сегодня, как представитель азербайджанской общины, решил сам участвовать, еще взял с собой. Там конкурс большой, все хотели играть, но всего 2 человека. Поэтому сегодня решил принимать участие. И футбол будем играть, и волейбол будем играть, масс-рестлинг, наверное, будем, команду собираем. Тем временем в столице проходит спартакиада трудящихся Якутии. Она проводится 1 раз в 4 года, нынешняя 4-я по счету. В этом году в соревнованиях принимают участие 20 команд, представляющих отраслевые профсоюзные организации. Это 2000 человек, которые будут соревноваться по 14 видам спорта. В соревнованиях участвуют 1600 человек, среди них и наши коллеги. В каких видах они принимают участие, расскажет Анастасия Кобызева. Последние наставления дочери перед игрой и вперед. В соревнованиях среди спортивных семей принимает участие Алексей Соколов, директор телеканала «Якутия-24» со своей супругой и старшей дочерью. Они уже прошли 2 этапа – туризм и турнир по настольному теннису. В таких масштабных соревнованиях чета Соколовых принимают участие впервые. Признаются, предварительными результатами довольны, но расслабляться рано. Семья у нас очень спортивная, каждый занимается своим. Да? Я с сыном занимаюсь хоккеем, супруга занимается кроссфитом, дочь занимается в школе баскетболом. Поэтому, ну да, мы спортивные, но так вот, чтобы вместе соорганизовываться на таких спартакиадах, на самом деле это классно. Такие спартакиады для этого и делаются, чтобы семьи могли принимать участие. А в таком амплуа Оксану Устинову, ведущую нашего телеканала, зрители видят впервые. Вместо строгого костюма – спортивная форма. Оксана, как и другие наши коллеги, принимает участие в соревнованиях по волейболу. Признается, что очень волнуется. Еще бы, за звание лучших борются 16 сильнейших команд республики. Каждые 4 года вот такая большая спартакиада проводится. Я бывала впервые, я очень волнуюсь и радуюсь одновременно. Но у нас команда очень хорошая, и мы надеемся только на лучшее. Сотрудники нашего телеканала соревнуются в таких видах спорта, как плавание, шахматы, мини-футбол и гиревой спорт. По итогам 4-й спартакиады будет сформирована сборная команда, которая будет отстаивать честь Якутии на спартакиаде трудовых коллективов России. Возможно, что в их числе окажутся и наши коллеги. Анастасия Кобызева, Джилстан Иннокентьев, Якутск. К слову, в этом году к 12 дисциплинам спартакиады трудящихся добавили еще 2. Это киберспорт и фитнес-аэробика. Несмотря на то, что это новые направления, в соревнованиях по фитнес-аэробике уже принимают участие 112 работниц госучреждений. По итогам республиканской спартакиады трудящихся сформируется сборная, которая будет отстаивать честь Якутии на спартакиаде трудовых коллективов России в сентябре этого года. Мы очень рады, что в эту Олимпиаду включили этот прекрасный вид спорта. Вы сами видите, какие здесь девушки красивые, все стройные. Но несмотря на это, на самом деле это сложный вид спорта. Под очень быстрый темп нужно успеть различные комбинации. Все это должно выглядеть легко. Еще это нужно улыбаться при этом. Но мы надеемся, мы еще раз соберемся этим же составом на Олимпиаду, уже отточим все хорошо. Будьте в курсе главных событий с телеканалом «Якутия-24». Не переключайтесь.